Ну что ж, давайте начнем тогда. Как мы говорили, мы сегодня начнем с контрольной. Давайте тогда, пожалуйста, на листочках по-быстрому напишем тибетский алфавит. Тибетский алфавит в алфавитном порядке. Как только вы его напишете, я по-быстрому это проверю. Я надеюсь, займет не более 5 минут. Листочек придется вырвать или сдадите так. Давайте, у вас 5 минут, потому что время идет. Сколько успеете, да, за 5 минут сколько успеете, сколько напишите, не успеете, ну ничего, это не смертельно. Ну, я думаю, это не обязательно включать, я не знаю. Хотя пусть, потому что уже объявление. Да, пусть идет, да, пусть идет. Да, пусть видно тех, кто списывает. У нас в зале находится камера. Те, кто сейчас смотрит нас в интернете, тоже пишите, пожалуйста. Можете потом выкладывать в Фейсбуке. Повтори еще, пожалуйста, где интернет, потому что что-то такое спустилось. Ну ничего, это шутка была. Пять минут, получается 300 секунд, 30 букв, 10 секунд на каждую. Почему это очень быстро? Кто написал? Давайте. Нет, ну почему? Я смотрю, некоторые уже написали. Да, подходите так, да, вместе. Сейчас вместе будем подходить и посмотреть по-быстрому. Давайте. Блин, все так хорошо, я не знаю, то ли списывать, то ли в самом деле выучили. Даже уже заранее готовили. не знаю, что сказать. Еще раз помню. А вот там строчку пропустил, Да, осталось научить 5 букв, ровно 5 букв. а эту строчку она запоминается. Это не мешает. Да, ты мешаешь. А вот здесь вот надо посмотреть Лена Ладзина. И надо чуть-чуть пописать, понятно, но чуть-чуть надо пописать там, да, в какую сторону будет, посмотрите. В эту сторону или в другую. Сейчас, секундочку.
Так, здесь все хорошо. Что-то надо было, конечно, фамилию писать, так непонятно, но пока нет необходимости, все хорошо. Здесь, вот смотрите, я не знаю, чей это листочек, проверите сами. Вот эти вот две буквы, они практически не различаются, это неправильно, они должны различаться, надо посмотреть еще раз в примере. Все хорошо, да, но они здесь вот трудно различить, где да, где да. Туда, смотрите, вот видите, хвостик в эту сторону идет, а вот там он сгибается, ну, будет вот так надо было, да, вот так, да, он в эту сторону, а вот так в эту сторону, они смотрятся, расходятся. Так, это чей-то все хорошо здесь. Вот здесь, смотрите, тоже, я не знаю, кто это, здесь, смотрите, хвостик идет сюда, видите, он идет сюда, потом вправо уходит, не вниз, влево, а вправо, хорошо? А вот здесь вот посмотрите, что-то вы попутали, вот эти вот два ряда, проверьте сейчас, хорошо, посмотрите, буквы все, но порядок не тот. Давайте. Список. Да ладно, вот, а было-то, боже мой, было-то, не успеем, не сможем, не сделаем. Вот, видите, написали. Ну уже, видите, как хорошо. Поменяли, хорошо, понял. И там тоже поменял. В следующий раз так не делайте. Стрелочки, подписочки. А я не успела успеть просто. Хорошо. Угу. Давайте, попросите передать. Отлично. Так, обратно вот эту верхнюю. Так, ну, хорошо. Так, вот это Стася. Кто это Стася? Смотрите, вот у вас, видите, вот этот вот зубчик. Который должен касаться или нет. Вот если цель, да, зубчик, вот смотрите, вот это вот называется голова, зубчик от головы, хорошо? Он ниже, а вот от головы идет. Посмотрите, надо внимательно переписывать, как в учебнике написано. В остальном все хорошо. Спасибо. Ой, даже из... Кто это, Гульнара? Прям все из прочтения. Хорошо. Здесь вот тоже вот у многих, смотрите, какая... Это не ошибка, но немножко не очень понятно. Смотрите, вот есть та. Смотрите, куда идет хвостик. Куда он идет? Это та. А да, куда хвостик идет? Понимаете, очень у многих получается, что у них какая-то та не очень понятна. Вот это вот да, какая-то вот такая. Нет, хвостик вы должны идти вот сюда. Тогда будет, во-первых, красивее, а во-вторых, будет понятнее, иначе иногда их трудно различить. Куда-то буква одна пропалась. У вас куда-то буква задевалась, когда ралаща. Так, вот эти два ряда вам надо посмотреть и вспомнить. Вот эти вот два ряда надо вспомнить, что-то у вас здесь не так. А вот даже еще палочку так считаем, что в сторону. Получается. Где? У какой? Вот это, Да, ну дело в том, что вот то, что у вас записано, это... Сейчас, давайте я вот дочитаю. Все. Опять стрелочки. Теперь смотрите, сейчас мы когда пишем, вот это сейчас, да, смотрите, вот голова идет, раз. И дальше, смотрите, ща не вот сюда вот она уходит. Здесь должно быть красиво, то есть, вот она идет сюда. Если у на, то она идет, смотрите, сюда. Если у да, то куда она идет? Сюда. Видите? Угол приблизительно один и тот же, должно быть красиво. У ща не должно быть сюда ничего убегать. У да тоже.
не должно куда-то сюда убегать. То есть, в принципе, прочесть можно, не проблема совершенно, но лучше писать лучше, чем хуже. И ула, смотрите, ула, ула у многих получается вот как-то вот так вот. Ула должна быть, первая часть она такая красивая, она большая. Вот если это А, то у ла очень похоже, только здесь что есть? Палочка. То есть она должна быть такая чуть отчетливая. В остальном хорошо. Но писать все равно надо дальше продолжать. Мы будем все дальше, что писать, мы будем писать по-тибетски, и я надеюсь, что это поможет нам в дальнейшем все освоить. Все сдали? Давайте. Сколько написали, столько написали. Давайте все сдадим, я проверю. В этом нет никакого криминала. Так, хорошо. Надо подучить. Это чей листочек? Это мой, наверное. Хорошо. Не первый день, видимо, пишете. Чья это? Ня, смотрите. Ня как пишется. То есть у них у всех начало одинаковое. Сперва идет голова. И у меня, смотрите, вот так вот и вот так. Видите, угол вот у та, например, да? У та такой угол. У них углы у всех приблизительно одинаковые, чуть больше, чуть меньше. У вас «ня» здесь не совсем правильно написано, но в принципе при большом желании можно понять, что это «ня», но все-таки, смотрите, у вас должна быть палочка с другой стороны. Она должна быть не слева, а справа. Последние 3 ряда куда-то убежали, но надо просто подучить. А вы работаете, у вас не очень много получилось. Ну что же, на этом мы сегодня сразу же скажу о том, что я уезжаю, и меня не будет до 27 числа, у нас пропадает очень много занятий, поэтому я сегодня дам не то чтобы домашнее задание, я отмечу ту страницу, до которой желательно бы прочитать. Я надеюсь, что вы все сами себе друзья, и вы прочитаете эту страницу, потому что от этого зависит то, насколько мы быстро будем прогрессировать, а я надеюсь, что вы все хотите изучить тибетский язык и прогрессировать. То есть мы это делаем для себя, не для галочки. И сегодня мы повторим, а на прошлом занятии у меня был разговор с ребятами, и я так понимаю, что, по всей видимости, лучше, если мы все сейчас прочтем, когда нас пока мало, мы сейчас все вместе прочтем и закрепим алфавит, потому что алфавит – это тот базис, на котором у нас будет все строиться. Поэтому мы сейчас снова с вами пробежимся по алфавиту, снова пробежимся по этим всем санскритским буквам, и затем мы перейдем к другим надписным. То есть какая у нас была в прошлый раз надписная? Ра. И сегодня мы, надеюсь, если у нас хватит времени, закончим с Са и Ла. И в принципе еще мы пройдем с вами несколько других букв. Давайте я по рядам по-быстрому напишу алфавит, и мы сейчас его вместе прочтем, потому что я чувствую, что это будет полезно, наверное, для всех. Что я говорил? Помните, у нас, если мы ставим «щ», то перед «щ», если это «на», а за ней идет «щ», должна быть ответная точка. Я это так еще раз напоминаю. Давайте вместе все прочтем. К. Х. Что у нас со второй буквой? Придыхательный. К. Дальше идет какой тон? К. Ма. К. Ма. В свое время, когда я учился в университете, нам преподавали тибетский язык, я вынужден был его переучивать по тому, то есть в той манере, как это делают в тибетской школе дети. То есть обычно вот эти ли, то есть вот эти ряды, они поются. То есть дети, они приходят в школу и вместе, заучивая алфавит, они поют. Я не знаю, поможет вам это, не поможет, но мы можем успеть.
Мне придется это сделать на камеру, ну, надеюсь, это небольшой позор. Поется приблизительно следующим образом. Какагана. Какагана. Дальше что у нас? Тя. 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 Дальше? Та. 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 Дальше? Па. И вот так вот поется все. То есть они так пропевают алфавит, и дальше у нас в последнем ряду сколько у нас букв? То есть фраза у нас будет не закончена, 2 буквы. И там поется ха-а. Ну давайте вместе споем. Как вы хотите спеть? Дело в том, что это хорошая мнемоника, то есть с этой мелодией иногда она вот садится в голову, и потом ее не выйдешь. Это вот в самом деле то, как мы делали в университете, это было довольно смешно, потому что все мы знали алфавит, но вот мы вынуждены были петь его вместе с нашим преподавателем, и я думаю, что ему тоже было смешно. Потому что он был преподаватель университетского уровня, и тут ему пришлось с нами пропевать снова алфавит. Ну что ж, давайте вместе споем. Я надеюсь, что это вам поможет запомнить, а потом мы вместе снова пробежимся. Некоторые из сложных, а может быть весь алфавит, я не знаю, как-то у нас по времени. Сегодня нас гораздо меньше, то есть мы более мобильны. Какагана. Ча-ча-ча. А что мы делаем обычно? Я пою, потом повторяю. То есть по очереди, иначе мы друг друга не слышим. Я могу спеть все что угодно. Та-та-дана. Та-та-дана. Па-па-ба-ма. Па-па-ба-ма. Та-та-дава. Та-та-дава. Ва. Помните, да, у нас губы вытягиваются трубочкой, то есть это не ва русская, ва, не губно-зубная, просто губная, уа. Дальше. Ща, ща-са-а-я. Ща-са-а-я. Ра-ла-ща-са. Ра-ла-ща-са. Ха-а-ха-а. Можете в интернете поискать, есть даже песенка такая, тибетский алфавит, там какая-то смешная, поет какой-то такой детский голос, я поищу, найду, выложу обязательно на странице. И дальше мы с вами, помните, писали всякие непонятные слова. Алфавит я сейчас допишу. И, например, мы писали с вами, помните? Ну вот у нас было слово, например, мы писали. Вот этот дети тоже пропевают, они так поют. А у вас на конце лет пропущено? Да, рано сейчас, смотрите-ка, я пропустил. И вот это вот слово, которое здесь написано, в школе тоже его пропевают. То есть как его поют? Как оно у нас будет читаться, если по спеллингу? Ла, наро, мо. Мо. Какой тон? Высокий. Ра, на, та, ма, наро, мо, та. И вот это вот так вот все пишется. Например, а, гигу, и, я, гигу, и, ра, на, та, ма, наро, мо.
И вот под эту мелодию дети в школах, они поют все. Можно послушать. Я думаю, что в интернете, наверное, эти записи смешные должны быть, где это пропевается. Но если хотите, можно попробовать попеть так. Я не знаю, может быть, это кому-то поможет, а может быть, услышите как-нибудь, кто поет так. Повеселитесь. Мы сейчас напишем вот это вот слово. Оно очень простое. Это у нас медь. Сегодня мы пройдем несколько вещей. Вот смотрите, оно поется. Са-на-са-сам. Са-на-са-сам. Вот это у нас са молчащая. Поют только две. И вот это вот корневая, первая. И вот она так поется. Са-на-са-сам. Все, что в одном слоге, у нас пропевается таким вот образом. Если мы, например, напишем вот что-то такое, как это будет петься? Да-на-са-дам. Ну и так далее. Или, например, если мы вот так напишем, как это будет петься? Ра-на-ро-ро, ро-га-са, ро. Ну, где-то так. Теперь давайте пойдем, наверное, дальше. То есть с этим понятно, да, с мелодией? Дальше пойдем. То есть это вот она. Если поем мы, то она ча-ча-дя-ня. Дальше та-та-да-на. Па-па-ба-ма. Та-та-да-ва. Ща-са-а-я. Ра-ла-ща-са. Ха-а. Ну и я надеюсь, мы с алфавитом... Есть какие-нибудь трудности? У меня вопрос. Вот это последнее, это ша или ща? Я все время слышу ща. Вот это. Дело в том, что это и не ща, и не ша, и не ща, но больше похоже на ща. Она такая, то есть она ща-са. Ну, в принципе, можно как ща записывать. В этом... А тогда вот это, которое у нас как ща записано, Она произносится в низком тоне как ща. Ща. Вот я не знаю, это будет как русская ща? Дело в том, что большинство, если в большинстве случаев, если мы пытаемся это как-то записать, то у нас получается не очень хорошо. Но вот, например, есть такое тибетское слово, не знаю, вам будет, вам видно, не будет. Вот это что это у нас? Сверху, если вот эта птичка, это что? О. Дальше вспоминайте. Не сразу говорите, напрягитесь, вспомните. Если дальше после этого идет да. Да что делает? Читается или нет? Нет. Что она делает с гласной предыдущей? Смягчает. Значит, как это должно прочесть? Не ё, а Дальше. Ну, у нас каша уже получается, подождите, я сотру. Иначе у нас здесь уже ничего видно не будет. Первое, если у нас, смотрите, я сразу подскажу вам, иначе будет непонятно. Первое, вот это вот у нас корневая. Первое будет читаться или нет? Нет. Что мы говорили? 5 букв, которые предписные, они читаются или нет? В большинстве случаев не читаются. Значит, будет какая читаться? Дальше вот эта ла, она тоже смягчает. Ну, мы это запишем, мы прям побуквенно запишем, что там смягчает, что смягчает. Она смягчает, получается, сель. Сель – это ясный свет. Тот ясный свет, о котором говорится в Анутара Йога-тантре, в Дзogчене, в Махамудре и так далее. Это ясный свет. Это ясный. Это свет. Сель – это ясный. Теперь как это записать по-русски? Многие записывают вот так. Что у нас получается? Осел. Вот вы когда читаете тибетские тексты, вы не замечаете, наверное, просто на скорости, не замечаешь, что читаешь, а пишется осел получается. Ну как бы, а звучит как гесель. Гесель. И что теперь делать? Как в русском языке просто не записывается вот это. Можно, конечно, записывать. Ставим здесь
Умляут, ну, можно, конечно, но это уже сложнее, потому что как таковом в русском письме нет умляут. И таких вещей довольно много бывает. То есть иногда читаешь транслитерацию тибетского языка на русский язык, и иногда получается первый, бывает. Так, что же? С алфавитом у вас есть какие-то вопросы? Потому что, смотрите, сегодня, если у вас есть какие-то вопросы, задайте сегодня. Иначе мы перейдем дальше, и к алфавиту мы уже не вернемся. На русском языке про спеллинг, да, можно прочитать? На русском языке про спеллинг попробуйте набрать просто. Про спеллинг? Да. Я не знаю. Я не представляю себе. Можно попробовать вот здесь у кого-то была. Посмотрите, есть книжка у нас в группе, есть книжка некого Матвеева, и нам ее советовал Терентьев. И, наверное, хорошая книга, у меня не было времени ее посмотреть. Посмотрите, может быть, в нее написывает. Я знаю, что вот на английском... Матвей, чего дальше? Название Матвея, что дальше? Тибетский язык. Отлично. Так, сейчас я скажу. Ну, это, по-моему, самый последний файл. Нет, не первая глава. Ну я не знаю даже. Один из этих файлов у меня открывает, по-моему, другие файлы. То есть не то, что, ну, давайте не будем терять сейчас время. Потом. Да, и потом разберемся. Так. Давайте пойдем с вами дальше. Больше не будем отвлекаться на этот момент. В прошлый раз мы написали с вами то есть с алфавитом ни у кого проблем нет. Всем все ясно, всем все понятно. Ну и отлично. То есть смотрите, если сейчас мы с этим разобрались, то хорошо, мы переходим дальше. В прошлый раз мы остановились на ранее-таня. Теперь пойдемте дальше. Мы напишем все эти буквы, которые у вас есть на странице 17, то есть так называемые годжены. Вот смотрите, Р, дальше идет рта. Читается так, Р у нас никогда не читается, пишется вот так, смотрите. Ну, на самом деле, я пишу большими буквами. Лучше, конечно, писать не так, а писать там, как это написано, по Вайле. По транслитерации Вайля, смотрите, это будет тогда вот так вот, рта. Р у нас не читается, соответственно, это звучит как та. Какой тон будет? Высокий. Та. Та это лошадь. Знаете, есть такое божество Тамдин. Тамдин. Хаягрива. Вот он пишется через рта. Тамдин это буквально конское горло. Это то, что в Бурятии, в Монголии, в Калмыкии произносится как Дамдин. Но вот это вот, есть такая фамилия Дамдиновая. Вот она пишется через лошадь, через рта. Так, после та у нас идет да. Какой тон будет? Высокий. Да, сама по себе смысла не имеет отдельно. Но вот как это будет читаться? До. До.
Дордже, помните все слова? Да. Мы с вами где уже, помните, писали? Вот дордже. Вот так вот пишется дордже. Первое, как дордже, это владыка. Дордже, то есть владыка камней, это что это у нас? Дордже. Дордже это, соответственно, либо, ну, то, что на санскрите называется ваджр, или талмас, то есть владыка камней талмас. Но вообще здесь необходимо понимать, что лучше переводить во всех случаях дордже как ваджр. Потому что алмаз это только отдельный частный случай. И поэтому алмазная колесница, не знаю, насколько это хороший перевод. Ваджрная будет все-таки, наверное, чуть-чуть лучше. Дальше, смотрите, когда мы пишем, мы всегда начинаем с самого верха. То есть, если мы пишем раната, то мы пишем сперва палочка, вот это ре, а дальше идет на. На это будет ухо. Что? Как-то? Смотрите, у вас в пункте 6.1, видите? Пункт 6.1. В пункте 6.1 написано Ранго Чуни. Ра, что это такое? Ра это то, что пишется сверху, та самая написная. Дальше Го, помните у нас было? Го, что это у нас? Голова. Все помнят, что это голова? И здесь сразу объясню это правило. Старайтесь постепенно запоминать. В принципе, мы проходим очень мало материала за одно занятие. Прям минимальное количество. Смотрите, если у нас идет предписная ма, она дает у нас назализацию. То есть, если вот до нее идет какой-то слог, а за этим слогом идет слог с предписной ма, эта ма дает назализацию. То есть, что происходит? У нас идет сперва ра, дальше идет го. И как это будет читаться с назализацией? Соединяем рамго. Рамго. Вообще, если ра перевести как козу или козла, получается рамго, козья голова. Но в данном случае это не это. В данном случае рамго значит рамго. И вот поэтому, посмотрите, в скобочках, видите пункт 6.1? Видите в скобочках, что написано? Ран, дефис, го. Видите? Да. На самом деле, если бы этого правила мы не знали и не было оно объяснено, у нас должно было быть как написано? Раго. Но так как вот эта предписная ма дает назализацию, получается рамго. Дальше идет числительное. Я надеюсь, всем сейчас будет видно. Числительное мы с вами будем проходить позже, но сейчас мы запишем, чтобы быть в курсе того, что там написано. Скажите мне, где здесь корневая? Где здесь корень? Чу, почему? А голосовка под ним значит что? Стоящие перед корнем предписные, то есть которые стоят пишется предписные у нас читается или нет? Нет. В большинстве случаев не читается, за исключением некоторых исключений. Будут еще несколько, но за исключением вот этого. Смотрите, Б обычно не читается. Значит, как будет читаться? Чу. Дальше у нас идет слово. Сразу скажите мне, где будет корневая? Ня. Ни. Га молчит или не молчит? Молчит. Са у нас обычно молчит. Может иногда смягчать слог, но не в данном случае. Получается что? Чу. Ни. Что значит чуни? 12. Чу это у нас 10. Ни это 2. 10 плюс 2 12. То есть, как во многих языках, в тибетском числительные строятся именно так. То есть, сперва идут десятки, а потом уже единицы. То есть, получается чуни. И что
Период. 12. Да, да. То есть чего 12? Ранго, то есть 12 надписных букв с надписной ра. И вот мы с вами их продолжаем писать. Здесь такой момент. Во-первых, не надо это все запоминать. То есть сколько их запоминать совершенно не важно. Просто если у нас в тексте дано 12, мы напишем все 12. Более того, значит ли, что если мы напишем здесь 12, это исчерпывает все возможные случаи, когда ра будет писаться над чем-то еще? Нет. Когда мы с вами писали слово... нет, в Харби там все правильно было. Но иногда бывает, что санскритское слово, и в нем бывает ра над каким-нибудь, над буквой, над которой она обычно не пишется. Вот это исключение, это санскрит. То есть, а вот чисто для тибетских слов, таких случаев обычно 12. 12 случаев, и сейчас мы с вами продолжим, допишем их все. Необходимо сказать, что в некоторых случаях все же ра это читается. Например, когда она читается? Ну, вот эти вот исключения, они придут к вам постепенно. То есть, с ходом того, как мы будем учить тибетский язык, в конечном итоге вы поймете. В остальном случае, по умолчанию, мы будем воспринимать эту ра как молчащую. Мы не будем произносить. Хотя бывают случаи, когда она читается, когда она слышится. Так, дальше у нас идет Рабатаба. Какой тон будет? Высокий. Почему? Потому что надписная. Происходит повышение тона. Теперь посмотрите. Странно, почему здесь написано? Ну ладно, не важно. Вот это слово раматама, оно переводится как рана. А рабатаба переводится как волна. Вот здесь вот написано, что это как морщина, волна и так далее. Рабатаба – это волна или морщина, раматама – это рана. Насчет словаря, то есть через какое-то время он, наверное, нам потребуется. Те слова, которые мы сейчас проходим, я не буду их заставлять вас запоминать, и мы не будем писать каких-то безумных диктантов, где мы будем выписывать все те слова, которые мы записали прежде. Но для вас самих было бы хорошо их запомнить. Почему? Потому что мы снова будем с ними сталкиваться, и лучше начать сейчас и запомнить то, что мы сейчас пишем, потому что все равно оно встретится. Например, слово «дорджи», я думаю, что лучше записать всем правильно. И необходимо стараться запоминать правильно. Если что-то пишется, посмотрите. Щаги-гущи. Маги-гуми. Щими. Если записать неправильно, щаги-гущи. Щими. Что это значит? В первом случае щеми – это кошка. Вот это единое слово. Помимо всего прочего, вот это слово ми может обозначать человека. Ми. Вот это неправильное написание. То есть я сталкивался с таким случаем, когда человек, который в силу тех или иных причин записал вот эту кошку как вот это слово. То есть он попутал тоны. А как я говорил уже, это очень важно. И вместо кошки у него получилось щи, это глагол умерший, то есть умирать, прошедшая форма глагола умирать, умерший. Ми это у нас человек. Щеми это кто? Труп. Хотел написать кошку, а написал труп.
Почему? Потому что он попутал что у нас? Тоны, из-за того, что он не услышал тоны, у него эти буквы сливаются, и он временами пишет то ща, то ща. Ему все равно. Поэтому старайтесь, когда вы заучиваете что-то, для себя внутри произносить слово «щеми». «Щеми». Если вы произносите так, то, скорее всего, вы запомните правильно. И старайтесь, конечно, графически запоминать, как там пишется. Потому что иначе вы запишете разные слова, ну и будет не очень хорошо, конечно. Дальше у нас идет ра, ца, та, ца. Так, давайте записывать сразу. То есть, помните, я вам говорил, записывайте правильно. Если по-русски мы будем писать, это будет ца. Хорошо? Это не будет у нас са. Были случаи, много случаев было, когда люди не представляли себе, как пишется имя того или иного. Даже в паспорте такой видел случай. Тибетцы не в паспорте, а, по-моему, в регистрации тибетцы написали. То есть у него писалось имя с каким-то там ТС, и его так и написали. ТС, я уже не помню, что там, Схультин как-то так, очень страшно. Это Ц у нас, Ц. То есть мы будем передавать графически вот эту букву. Ц. Ца. Ца значит трава, ца значит канал. Трава и канал, психический канал. Помните, есть такое слово цалунг. Вот в цалунге ца вот это. А энергия ца? Нет, энергия там, вот это тоже, это такое произношение. Энергия цал, ну можно ее произнести как цал, вообще она пишется вот так вот. И вот эта ла, она обычно дает смягчение предыдущей гласной, получается цель. Можно читать цал, конечно, но можно читать и цель. Я, например, читаю цель. И это не ца, это разные вещи. Это ца, это цал. Видите, там лишняя буква. Что? Цалунг не от слова цал. Да? Не от слова цал. Да. А винсел? Винсел не означает энергию? Винсел это шарира, это частичка Будды, частичка тела Будды, это совсем другое. Я понимаю, но если это не одно и то же, да, это вообще не имеет этого отношения. Да. Дальше у нас идет слово «рдза». «Рдза» я произношу для того, чтобы было понятно, что это «дза» вместе с написной «ра». И у нас очень часто так делают. То есть вместо того, чтобы произносить, например, на факультете мы так делаем, чтобы не произносить «ра», «дза», «та», «дза», мы иногда просто тупо говорим «рдза». Это неправильно совершенно. Но очень удобно иногда. То есть ты просто говоришь «рдза», и тебе не надо говорить «ра», «дза», «та», «дза» и так далее. «Дза» имеет само по себе, но обычно не используется только в составе каких-то сложных слов. А так это «дзама». «Дза» это значит не то чтобы керамика, а то, что сделано из обожженной глины. Но вот здесь в словаре написано «терракота». Да, но имеется в виду то, что делается из глины обожженной. И «дза патрул римбаче», помните? Был такой дяденька, вот у него палтрул, это значит, что он был трул, то есть тулку из палюла, а «дза» это приставка, обозначающая у тибетцев обычно «дза», то есть не «дза», а первый слог в таких вот именах, такого рода именах, обозначает либо местность, откуда происходит, либо клан, откуда происходит. «Дза», скорее всего, это такая местность.
Ну вот на этом мы с вами закончили 12 с надписных, 12 букв с надписной «ра». Как читать вы их помните? Ра, кота. Давайте читать вместе. Давайте с самого начала начнем и по-быстрому прогоним все это. 12 букв, пожалуйста, откройте там, где вы их писали. Сейчас мы вместе напишем. Я надеюсь, что все вы видели. Я специально для тех, кто не видит или не успел записать, выложил у нас в страничке, я выложил документ, в котором я по-тибетски написал. Я надеюсь, у всех он открылся, те, кто его открывал. А когда открывал? В алфавите учить. А когда ты открывал? Когда ты выложил? Ну, я выложил сегодня, по-моему. Когда? Поздно уже? Нет, вчера ночью выложил, вру. Выложил вчера ночью. Да, я выложил вчера ночью, поздно, я понимаю, но все-таки, если кто-то успел, если кто-то не успел, откройте сегодня, посмотрите. У всех должно, то есть, если у вас стоит Windows, все, что выше семерки, оно будет открывать это автоматом. То есть, там стоит фонд, тибетский фонд, он юникодовский, должен открываться легко. У тех, у кого младше семерки, то есть, более старая система, то надо будет где-нибудь скачать. Скачайте какой-нибудь из, я не знаю, зайдите, ну я выложу, когда в группе выложу, если у кого-то не хватает скриптов, шрифты, я либо дам ссылочку, либо выложу сам шрифт. Давайте с вами пишем. Ра-ка-та-ка, ра-га-та-га, ра-га-та-на, ра-джа-та-джа, ра-ня-та-ня, ра-та-та-та. Вот это та-та-та, почему у нас получилось? Потому что ра, потом идет та, потом идет глагол подписывать, и потом идет результат. Получается та-та-та. Ра-та-та-та. Ра-та-та-та. Ра-да-та-та. Ра-да-та-та. Ра-на-та-на. Ра-на-та-на. Ра-ба-та-ба. Ра-ба-та-ба. Ра-ма-та-ма. Ра-ма-та-ма. Ра-ца-та-ца. 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 И вот далее у вас, видите, написано method of spelling. Ну, метод это понятно, а spelling мы с вами уже говорили, написание, то есть способ или метод написания. И вот он дает, как это произносится, он не пишет, то есть тибетское написание я написал в группе, можете скачать и почитать, а как это произносится, вот он здесь пишет ра, двоеточие, вот он говорит ра, кота равняется чему? К. И он дает, как это пишется, как это выглядит по-тибетски. Всем понятно? То есть это должно быть несложно. У нас все получится. Я верю, что все у всех получится. Слава Богу, мы с вами не квантовую физику сейчас. Ну, как сейчас алфавит научил. Да, вы уже выучили алфавит. Вот вы написали отличный алфавит. Теперь давайте перейдем дальше. Перейдем вот, да, дальше. И посмотрим пункт 6.2. Нашли все? Да. Что у нас там написано? Можно даже не писать, но я напишу, и мы это переведем. Первое, что у нас говорится? Ла. Дальше. У нас есть здесь назализация или нет? Да. Почему? Потому что ма как будет читаться? Ланго. Почему ранго, если мы уже перешли на другой? Ланго. И дальше смотрите, что у нас написано? Какое числительное? Чу. Б будет читаться? Нет. Нет. Почему? Предписная. Предписная. Сколько у нас предписных? 5. Давайте я напишу их снова. Запишите себе, чтобы мы запомнили. Да, учишь. Запоминайте, катавама А. То есть вот эти вот 5, они всегда пишутся перед и большей части не читается.
Я здесь поставлю крестик под двумя, где идет назализация. Первый случай мы с вами уже разобрали, второй сейчас мы чуть-чуть позже разберем. Все, вот мы разобрали все корни практически, мы разобрали предписные, у нас остались подписные, те, которые, и сейчас мы все это разберем, то есть мы практически уже умеем читать. Мы уже практически умеем назализацию. А остальных нет. Остальных нет крестиков, потому что они не дают назализацию. Я вам потом еще в группе, наверное, скину. Есть такой замечательный видеоролик. Внимательный будь! Не помните такого? Ну, вот надо скинуть. Это было замечательно, чтобы начать, надо начать. Да, вот да, это очень важно на самом деле. Чтобы начать, надо начать. Это в самом деле... Вот это вот, ну, почему написали? Еще раз, пожалуйста. Это предписные 5 букв. 5 предписных букв, которые пишутся перед корневой гласной. Ой, корневой гласной, перед корнем. И других букв не может быть перед корневой. Нет, Не может. никаких, никак не может. А, ну все. Только в случае, если это заимствованное слово или опять заимствование из санскрита. В тибетском слове, кроме вот этих 5, никакая другая там встать не может. А у них заимствование не только с санскрита бывает. Ну, естественно, из английского. В газетах, они когда пишут, что Джордж Буш приехал туда-то, они же как-то должны писать этого Джорджа Буша. Фотографии стоят все. И давайте запишем лангов. Чу, сколько их будет тогда? 10. Ну что же, пойдемте писать. Что я вам говорил, если у нас добавляется надписная, что происходит с тоном? Высокий. А звончение будет, не будет? Будет. Здесь у нас ничего не меняется. Ла-ка-та-ка. Ла-ка-та-ка. Дальше идет ла. Так, пишем все сразу, не забываем. Ла-ка-та-ка. 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 А вот теперь посмотрите, у всех же учебник открыт. Дальше что он пишет? Какая третья буква? С чего это там? Там ранго. Вот это называется невнимательность. Должно быть что? Вот можете сейчас мстительно ему прямо исправить там на бумажке, прямо у себя на странице. Будет ла-ма-та-ма. Что такое ма? Это числительное 5. Числительное 5. Записывается это, смотрите, Л, Г, А. На самом деле в свое время была и система транслитерации всего этого с помощью кириллицы. То есть можно с такой же легкостью написать, например, Луна. То есть некоторые так даже и писали. То есть и все вот эти аспиративные писали с Х, то есть можно и так записывать легко. Но дело в том, что как бы принятая везде система, это запись в файле, и мы будем ее придерживаться, и она международная, что удобно. То есть это также удобно в том плане, что вы можете отправлять любому человеку, который умеет читать транслитерацию. Более того, с помощью этой транслитерации можно искать в Гугле слова, которые вам необходимы, то есть можно пользоваться также словарем и так далее, и так далее. Насчет словарей. Насчет словарей у нас в группе есть словарь Рериха в 10 томах, есть словарь Парфеновича. Некоторые называют его словарь Дендарона, некоторые называют его Парфеновича. Неважно, то есть у нас есть и этот словарь. Проблема с ними заключается в следующем. Словарь Семичева или Семичева, не знаю как правильно, отличный словарь, но он больше подходит для чтения современной тибетской литературы.
То есть дхармический язык там не представлен практически совсем. Какой-нибудь религиозный текст им перевести трудно, потому что он дает значения, которые не встречаются обычно в религиозных текстах. Словарь Рерика в этом отношении гораздо лучше. С ним проблема. В словаре Рериха много опечаток, то есть он готовился быстро, он готовился не одним человеком, а учениками Рериха, он готовился после смерти автора, и поэтому там очень много ошибок. В нем заключен материал, который был собран из многих других словарей, то есть Ешки, Чандрадас и так далее. И в некоторых местах английский перевод дан, а русский перевод не дан. Почему? Потому что, когда копировали словаря, почему-то забыли перевести. И некоторые статьи остались не переведенными, он иногда не точен, и в нем также плохо с дхармическим языком. Самая большая проблема с этими словарями то, что в них нет поисковика. То есть необходимо просто вот так вот шарить в нем, что очень-очень занимает много времени. Есть другой отличный электронный словарь, портативный. Его не надо, не нужен интернет для того, чтобы им пользоваться. Я могу вам потом его скинуть, но он английский. То есть, вам придется как-то работать с английским языком. Это неплохой словарь, это словарь-сборник. То есть, на самом деле, это не один словарь, а несколько словарей. Несколько людей работали и потом скинули свои словари, то есть свою информацию, свои базы данных в одну, она была объединена, и там есть поисковичок. И что удобно, можно искать как тибетское слово, можно искать так и тибетский перевод. То есть там две кнопки, я потом выложу его в группе, вы его скачаете, и на следующее занятие, уже после 27-го, я объясню, как им пользоваться. То есть мы два языка будем изучать. Если хотите, я могу скинуть еще один словарь Шмидта. Он немецкий, но он еще меньше, чем Семичева и Рериха. Но ради вас я пойду на жертвы, и мы все будем читать по-немецки. Кроме этого, есть еще словарь русско-тибетский. Это Голдстейновский словарь, который перевели с английского на русский. То есть был англо-тибетский словарь, из него сделали русско-английский словарь. Словарь, в принципе, хороший. Единственное, что тот, кто помогал делать его Голдстейна, не всегда правильно писал тибетские слова, но это не самая большая проблема. Этот словарь есть, в нем также та же самая проблема, это PDF-файл без поиска. То есть все придется искать вручную, перелистывая страницы. Но это хороший словарь, им можно пользоваться, вдруг вам необходимо будет написать письмо, слово, я не знаю. Это к тому, что у нас это есть, можете пользоваться. И в принципе там есть еще какие-то материалы, я советую вам посмотреть. То есть есть справа колонка, документы, прям заходите туда и смотрите. Давайте с вами продолжим. Дальше идет у нас ла-ча-та-ча. Запомните, обратите внимание, пишется LCA, то есть у нас вот ча обозначается просто одной буковкой C латинской. Если мы напишем вот так вот, смотрите сюда, CH, это что это у нас будет? Это у нас будет ча, это надо запомнить, не путайте. Потому что очень часто мы привыкаем к тому, что ча у нас пишется CH. Но это не так. В данной системе транслитерации она пишется. Например, некоторые бывают такие смешные вещи. Например, некоторые санскритские, они записываются вот это наша ча, она будет CH. А потом они берут еще для придыхания, добавляют еще H. Получается так вот CHH, сложно чуть-чуть. Поэтому я полностью согласен с вами, то есть это было гораздо удобнее обозначить ча как C, а уже придыхательно добавлять H. Иначе пришлось писать вот такое безумие. Но мы, когда пишем санскрит, мы вынуждены писать именно так. То есть вот у нас получается, например, пратича. То есть то, что на тибетском мы читаем пратица, вот мы только пишем пратича. Потому что там оно так пишется. Че, потом идет придыхательное че, и получается пратича. Это так, это было. Можно не понимать. Стираю?
Пожалуйста, пишите за мной, это хорошо. Я буду объяснять, я объясняю, произношу, и вы прописываете. И в конечном итоге это легче осядет в памяти. Мы с вами совмещаем сразу несколько усилий. Любое усилие даст в будущем свой результат. Главное, чтобы вы на задних рядах там не засыпали. А на передних, я надеюсь, мой голос не даст вам уснуть. Дальше ла, дя, та. Какой тон? Высокий. Ла, дя, та, дя. Ла, дя, та, дя. Как запишем? Ла, дя, та, дя. Ла, дя, та, дя. Дальше идет ла, та, та, та. Ла, та, та, та. Я думаю, что на самом деле вы можете допеть все эти 10 букв сами. Мелодию уже все запомнили, и там, в принципе, не сложно, но мы допоем вместе. У «дя» и у остальных, в принципе, отдельного значения не было. У «та» это значит либо взор, либо воззрение. Воззрение в смысле как философское воззрение. Или взор. Также это глагол «смотреть». Не видеть, а смотреть. Вы ощущаете семантическую разницу? Видеть и смотреть. Вот это смотреть. Видеть будет другой глагол. Далее ла, да, да, да. Ла, да, да, да. Еще раз напомню, смотрите, как у нас расходятся. Видите, как у нас расходятся буквы? Хвостики как расходятся, как у трапеции. То есть та идет влево, а да идет вправо. Не путайте, пишите красиво. А вот это бабка к этому? Что? Бабка. Нет, это не бывает, это трапеция. А, это как... Да, это я пытался графически показать, что хвостики должны смотреть в противоположные стороны. Не, то есть это переписано. Не. Когда я учился в университете на первом курсе, у нас преподавали санскрит. У нас преподавал санскрит индус. Он говорил на хинди. И все мои сокурсники говорили только на тибетском. И то есть для того, чтобы понять, что он преподает на санскрите, мне надо было знать на хинди. Если я что-то не понял, чтобы переспросить, мне надо было спросить на тибетском. Вот это было трудно. А вот это не трудно. По-моему, я сносно говорю по-русски. Написали? Дальше ла, па-та-па. Ла, Ла, па-та-па. ла, Дальше, смотрите. Ла видим. Ничего не напоминает? Ла. Ла напоминает. Какая разница? Смотрите. Как у нас идет? Видите, смотрите. Разные буквы. Не путайте, потому что очень часто люди путают, особенно переписчики в Монголии, очень часто они путали. То есть они путали ба, ва, вали кулем, потом разберем. А потом, когда разберем, приходят студенты, начинают читать и сходят с ума. Первый, значит, вариант это... Ла, ба, та, ба. А это что это у нас? Это просто... Ва. Ва. Как говорят у нас в Одессе, это две большие разницы. Можно по поводу вот этой «ва» и ее написания. Там Там горизонтально. какая-то вот такая закорючка в тексте идет. Вот не прямая вот эта линия, а вот такая вот, ну, в учебнике во всяком случае. Такая закорючка. Это как правильно? Какая скоричка? Которая? Вот которая верхняя правая. А вот это что Ува? Ула, там как бы Ула, колючка ула. рисована, Вот это. крючочек. Да. А, вы имеете в виду вот сюда? Вот Вот, это, да, да, вот это. вот это, да? Да. Он бывает, бывает, не бывает. А, вот это не- А вот черточка, она там горизонтально нарисована. Да. Она бывает и горизонтально, бывает и не горизонтально. А ты нас сам с ума сходишь.
То есть это не так важно. Нет, это не важно. Ну и хорошо. Но вот никто же не скажет, что вот это ла, даба, это ва. Вы же все поймете, что я написал ва. Ну сейчас трудно. Ну вот видите, вот этого После достаточно. объяснения. Да, ну то есть здесь, да, здесь она написана, видите, немножко по-другому. Но вот я пишу, например, так. То есть если мы сейчас напишем по-русски, мой почерк будет отличаться в любом случае от вашего. Но вы же все равно его прочтете. Ну да, и ты вот эту букву тоже еще что-то пишешь. Да, но у меня почерк отличается от того, что написано здесь. Да. Печатать тоже сокращаешь. Вот так. Ну, на самом деле, вы посмотрите, что он написал. Ну, давайте, если уж на то пошло, боже мой, давайте это сделаем. 9-я страница, давайте откроем. Откроем букву ва. Как говорится, сеешь ветер, пожнешь бурю. Давайте смотреть. Открыли букву ва. Смотрите, что у него написано, сколько линий. Первая какая? Смотрите, первая какая? Раз. Вторая какая? Два. Третья какая? Три. Четвертая какая? Пятая какая? А шестая какая? Вот так, когда. Теперь посмотрите, возможно написать вот так вот одной горизонтальной то, что у него написано там? Ну, я первый раз подписала. Как вот этот вот крючок вот такой может быть написан одной горизонтальной линией? Никак. Ну если криво написать, то Так, следующий, на следующий занятие с родителями. а ты еще чат пишешь вот так. Там вот поворотик такой, ты его. То есть, видите, о чем это говорит? Это говорит о том, что разные школы, то есть по-разному пишут, все по-разному пишут. Вот те прописи, которые мы видим, они написаны красиво. Это каллиграфический почерк, но он тоже, они бывают разные. Я уже объяснял, например, что ча, например, может написаться и вот так. Я, например, ее пишу так, меня так научили. Она может писаться и вот так. Так тоже пишет. А вот предыдущий Тоже получается красиво. предыдущий уже. То есть по-разному пишут, и ща по-разному пишут. То есть это так, как сложилось. Ну, а ты предыдущий что-то сокращаешь, ты не идет, а предыдущий. Какую сокращаешь? Чак, этот чак, который. Вот там на из двух крючочков, а ты как-то вот так вот пишешь красиво. Сережа, ты отнимаешь у нас время. Давайте продолжим дальше. И дальше идет слово. Ла-ха-та-ха. Теперь смотрите, она пишется, ну как всякий тибетский звук. Я читаю это как ла-ха-та-лха. Лха. То есть не ха, а лха. Есть тибетцы, которые читают это наоборот. Хла. Хла. Таких много. На востоке Тибета есть диалекты, где читается не лха, а хла. И вы это услышите. Так бывает. Если вы услышите, что кто-то говорит хла, помните, что это нормально. Ха это что это? Божество. Те самые божества, которые в мандале и так далее, и так далее. Смотрите, здесь у нас точка есть или нет? Точка. А дальше что я говорил? Это что значит? Вот это вот са. Что значит са? Земля. Хаса что значит? Земля богов. Это что это? Столица Тибета. А теперь смотрите. Смотрите, что я делаю. Как это будет читаться? Раса. Ра что значит у нас? А другое значение еще? Нет, рога пишется не так. Козел. Земля чего? Козлов. Вот Лхаса назывался раньше Раса. Почему? Потому что землю, для того, чтобы говорится, что на территории Лхасы, то есть на территории столицы, было озеро, которое необходимо было засыпать, и землю таскали на козлах и баранах, то есть вот на них грузили сумки с этой земли, и они перетаскивали. И она называлась Раса. И один из храмов в Лхасе так называется Раса Чульнам Кам. Ну, потом ее переименовали как-то Раса, ну не очень, по-моему, звучит, как вам кажется. И назвали Лхаса. Есть даже такое, смотрите, то есть после Лха у нас до точки что-нибудь есть?
Ничего нет. Правильно? То есть нет ничего, что могло бы изменить звучание этого звука, то есть этого слова. Но иногда лхасцы, у них такой, это столичный диалект, а они произносят это не лхас, а хеса. Почему хе? Я не знаю, почему хе. Хеса. Можно вопрос? Это в качестве исключения вот в Да. данном случае L приписывается? Да, это знаете, это я не знаю, это как Москва, видимо, ну я не знаю, видимо, как-то вот что-то должно быть подобное. Потому что логического объяснения этого нет, но вот у них хеса, не должно быть хеса. По всем правилам чтения это лхаса. Но читают он так, Блин, иногда. вопрос все-таки вот про лха. Почему L звучит, а в предыдущих случаях оно не звучит? Это в качестве В исключения? смысле, каких предыдущих случаев? Да, это здесь исключение. На самом деле это не исключение, на самом деле, если хотите, я могу загрузить это, там хороший есть учебник Бейера. И Бейер говорит о том, как происходили, то есть как происходили те или иные слова, то есть как они формировались в тибетском языке. И вот у него есть целая, ну мы сейчас этим заниматься не будем, у него есть целая теория. Во-первых, вот то, что мы называем корнем, у него это не корень, у него корень всегда гласное, то есть так называемый нуклеус, ядро и так далее. Вот он предполагает, что это было, видимо, все сперва хлах, и здесь звучащая немножко другая, поэтому ла произносится, то есть корень был другой. А потом произошла такая метаморфоза. Ну, я думаю, что сейчас это нам не важно. Когда вы захотите об этом узнать подробнее, после того, как мы научимся читать по-тибетски, можно будет почитать Бейера, кому интересно, отличный учебник. Итак, мы с вами закончили. Мы с вами закончили с 10 надписными ла. И далее давайте я напишу один случай, как это необходимо записывать по-тибетски и как почитать по-тибетски. Потому что здесь вот дальше, смотрите, видите, у вас написано method of spelling. Что это значит? Мы уже переводили это. Способ написания. И способ написания у него здесь написан так, как это звучит. Я сейчас напишу, как это пишется по-тибетски. Ла. Так, что мы напишем? Ну, ла-кота давайте напишем. Начнем, если уж там красный ла. Кота. И дальше что у нас идет? К. Давайте вместе прочитаем. Ла-кота-ка. Ла-кота-ка. И вот там читается. Ла-кота-ка. А дальше, если подменим. Ла-га-та-га. Ла-на-та-на. Ла-ча-та-ча. И так далее. Запомните? Не будем на это тратить время? Ну, давайте я вам дам пару секунд дописать. А после К ставим мат? Да. Ну и на будущее, если у кого-то не получится приходить на все занятия, кто-то будет что-то пропускать, пожалуйста, смотрите наше видео. Потому что вот даже один пропущенное занятие, оно скажется в будущем. Так что давайте будем, если мы пропускаем, смотрите, они длятся, слава Богу, не очень долго, столько же, сколько и любой глупый американский фильм. Так что давайте не будем пропускать. Давайте перейдем дальше к пункту 6.3. Успели записать? Да. Переходим к пункту 6.3. Что у нас написано? Санжо сколько у нас? Сейчас мы это переведем. Смотрите, видите, у меня нет места. Как раньше делалось в текстах. Если у меня не пришло почему-то место, или я что-то хочу вставить,
Вот такой был метод. В текстах это очень часто встречается. Или если пропустил слово, то есть у нас сейчас очень часто так перечеркивают, и здесь пишут, что там пропустили, тибетцы делают так. Также делается так называемый чем, то есть так называемый комментарий. То есть когда дается подстрочный комментарий, слово, которое комментируется, тоже у него ниже строкой отводятся точки и дальше пишется, что это значит. Сайд у нас что может значить? Земля, аго, голова. Получается земляная голова, но, естественно, это здесь не тот смысл. Здесь у нас значит, что это написано са. И читается как? Санго. Дальше. Чучик. Самбо чучик. Га читается или нет? В большинстве случаев не читается, но иногда тибетцы, они когда читают, они произносят тука, и получается чук-чик. Чук-чик. Но если вы прочтете чучик, это совершенно нормально, совершенно не ошибка. Чучик. Как вы помните, в конце слога, как и в русском языке, происходит оглушение. То есть га становится ка. Чучик. Чучик. Чу это 10, чик это 1. Чучик получается 11. 11 санго. Сейчас мы допишем эти 11 санго. И дальше мы попишем с вами чего-нибудь интересного, чтобы нам было понятно, что происходит. Если кто-то из вас движется быстрее по учебнику, чем мы с вами, к этому учебнику есть все аудиофайлы. Заходите. В аудиозаписях будут альбомы. Один альбом это первый альбом, но самый нижний, это будет аудиозаписи Торнадо, а второй это будет то, что мы сейчас проходим. Лос-Антондер. Да, по-моему, Тандер был. И давайте начнем писать. То есть все то же самое, все происходит точно так же, как и прежде. Ничего не меняется. И вот сейчас мы с вами закончим санго. Как вы помните, у нас было ра, ла, са надписные. И мы с вами закончим надписные. Мы с вами закончили предписные, мы с вами закончили гласные, мы с вами закончили надписные. И у нас останется совсем чуть-чуть. И вот после этого мы будем с вами читать. Чуть-чуть надо набраться терпения. И мы с вами будем легко читать и правильно по-тибетски. Так, чтобы нас понимали тибетцы. Сакатака. Сакатака. Сакатака, в принципе, значения не имеет. Ну, может быть, знаю, как первая часть слова хара, но не совсем так. Так что мы не будем писать, что это значит. Дальше идет слово я очень рад, что вы пишете, что никто не отлынет, потому что это также вырабатывает скорость письма. Это очень важно, быстро писать, это хорошо. Ну и желательно писать красиво. Сагатага. Сагатага. Га это седло, одно из значений. А вот седло, как у Боярского в песне. А вот это что это? Ну-ка читаем. Не понял, а кто тут сказал ра? Мы договаривались с вами, что не читается ра? Тага, правильно. Что значит тага? Лошади, седло лошади. Лошадиное седло. Ну, можно и седло лошади, конечно. Минуточку. Что это значит? Бывает и не лошадиное седло? Бычье. Ослиные, ячьи, бычьи, да, бывают разные. Тага. Тага, соответственно, лошадиное седло. То есть, видите, вы уже можете, если мы сейчас напишем тага чучик, что это у нас будет? 11 лошадиных седел у нас будет с вами.
Сейчас я вас... Не буду учить. Хотел нехорошего научить, но потом подумал, не стоит. Закон какой-нибудь. Хороший, это никто не знает. Это далеко закон. Ну да, об этом писалось, в компании-то. Вниз всегда легче, чем вверх. Санатана. Это следующее слово. Ну, одна это значит предыдущий, раньше. Не забываем записывать, как это пишется в Вайле. Ну, в принципе, я думаю, что вы уже все знаете, и это не трудно, но все же. Для верности мы запишем. И сейчас продолжим дальше. Написали? Я стираю. Саня-таня. Ну так напишется. Саня-таня. Я у меня нет даже отдельно какого-то значения. Дальше у нас идет са-та-та-та. Са-та-та-та. Вот теперь смотрите. Зачем нужно спеллинг писать? Зачем нужно знать, что такое спеллинг? Вот эти три слога, написанные криво, выходящие вправо-вниз, по параболе, наверное. Так вот, они звучат совершенно одинаково. Са-та-та-та, ла-та-та-та, ра-та-та-та. Если я вам скажу торго, какая из них? Не знаете? Для этого надо знать спеллинг. И тогда я могу сказать сатата. Можно даже не договаривать до конца. Можно сказать сатата, или латата, или ратата, или можно сказать санго, ланго, танго, ранго. И тогда понятно, что там пишется, понимаете? Вот для чего нужен спеллинг. А если бы это только у нас по 2 элемента, а если бы было больше? И для этого надо знать, как это произнести, как это быстро передать, чтобы вас поняли, что у нас то слово, а не другое. Ну, та само по себе значения не имеет, та это таре. Если добавить еще один слог, это будет топор. Что? Это будет топор. Ну, то есть, это встречается в сложных словах, как первое. Дело в том, что у тибетцев очень часто получается, я это вкратце сейчас объясню, чтобы было понятно. Вот так будет писаться топор. Таре – это топор. Из таре, если мы заберем второй слог, и вот это та допишется к какому-нибудь другому слову, то получится, соответственно, какой-то там топор. Понимаете? Двусложное слово. Для того, чтобы создать какое-то другое сложное слово, из этого двусложного слова может заимствоваться один слог, добавиться к другому слогу. Было в таре, забрали та и сделали, например, джата. Ну вот это вот вы пока не знаете, как читать, это не важно, это враг. Джата – это боевой топор, то есть топор, которым сражают врага. Джата. Ну и таких слов тоже очень много. Ну это как, если приводить примеры, можно привести миллиард примеров.
До Д было, но я не знаю, я не видел, какая топоров или что-то так писали. Но если бы я писал, я бы написал полностью, чтобы было понятно, потому что это такое как бы не очень известное слово, я бы написал до и таре. Ну то есть через родительный падеж, это мы будем проходить позже. Вот как только мы научимся читать, мы перейдем сразу к грамматике, мы будем изучать частицы различных падежей, и вот там мы уже сможем что-то делать, читать какие-то тексты, там уже все будет гораздо проще. А сейчас давайте продолжим. Са-да-да-да. Са-да-да-да. Теперь смотрите, я еще раз напишу. Разницу видим? Да. Как я уже объяснял прежде, здесь расстояние и здесь расстояние. Где больше, где меньше, визуально видно? Да. И хвостик где длиннее, где короче видно? Не путайте. Если мы читаем ксилограф, в ксилографе очень часто приходится догадываться только по смыслу, по контексту. Ну, потому что в ксилографе не все понятно. А вот если мы пишем сами, должно быть очень ясно. Са-да-да-да. Са-да-да-да. Дальше что это? Санатана. Санатана. Это что это у нас было? Нет, смысл какой был? Ухо. А это у нас будет нос. Санатана. Вот поэтому очень важно знать, как пишется, потому что вы можете написать вместо уха нос. А в разговорной речи как тогда посредством спеллинга произносить как раз? Можно, как я уже говорил, можно кратко произнести «рна» или «сна». То есть, если не знаете, какое слово пишется, можно спросить просто «сна» или «рна». Но это обычно действует в наших академических русскоязычных кругах. У тибетцев обычно сразу говорят «санго ранго». То есть говоришь «санго», значит, что у нас будет «са». Если говоришь «ранго», значит, что у нас будет «ра» и так далее. Это нос? Да. Да, вот это нос. Вот это нос. Да, это нос. Ну я же уже... Са-па-та-па. Са-па-та-па. Женщины, наверное, запомнить это легко. Спа. Значение как такового отдельно не имеет. Са-па-та-па. Сейчас мы с вами допишем вот эти вот санго, и на этом, наверное, сегодня мы остановимся. Я скажу, до чего вы дочитаете сами, если сможете. Ну и что это у нас? Са-ба-да-ба. Ну, ба, в принципе, отдельное значение не имеет. Она может быть как форма глагола будущее, а форма глагола прятать. Ба. И встречается иногда в именах. То есть, например, там, ну нет, там форма другая встречается. Так что не будем пока запоминать. Са-ба-да-ба запишем просто и все. И следующее саматама. Саматама. И следующее са-ца-та-ца. Са-ца-ца-ца. Мы с вами закончили все надписные. Мы закончили ранго, манго. И теперь мы закончили санго. То есть надписано мы закончили. Дальше дописывайте. Когда допишете, я перейду к следующему. И дальше мы переходим к пункту номер 7.
Следующий пункт, это страница 19. Сейчас я буду говорить о том, что вам хорошо было сделать, потому что смотрите, дело в том, что я уезжаю и вернусь только 27-го. 27-го это пятница. Но, к сожалению, в пятницу здесь уже есть занятия, мы провести их не сможем. 28-го и 1-го я не стану отнимать у вас, то есть выходные, то есть мы выходные заниматься не будем, у всех есть, наверное, чем заняться. И тогда следующее занятие у нас с вами будет очень не скоро, то есть 2 марта. То есть, представляете, мы потеряем огромное количество времени, с этим ничего не сделаешь. И можно было бы, конечно, занятие начать раньше, но у нас не выходит по времени, по графику. Поэтому я хотел бы, чтобы за это время вы сами, то есть, что значит заниматься самому? Я не требую, чтобы вы прочитали весь учебник, это невозможно, да это бесполезно. Постарайтесь подготовиться к следующему занятию. Постарайтесь сделать так, чтобы вам самим было легче воспринимать то, что будет объясняться, но самое важное, надо хорошенько повторить и закрепить то, что мы уже прошли. И на самом деле это занимает не очень много времени, я думаю, что 30-40 минут в день будет достаточно, более чем. Главное заниматься этим постоянно и главное повторять то, что мы прошли. Ну и будет время, я в самом деле думаю, что у вас получится найти какое-то свободное время, чтобы прочесть. Смотрите, здесь у нас написано four subjoined letters, то есть, так сказать, 4 подписных буквы. Но вот здесь он говорит sub, то есть значит ниже, и join, то есть присоединенный. Subjoined получается 4 подписных вида букв. Это у нас будут, смотрите, пункт 7.1. Видите, в скобочках написано это ята. Посмотрите, как она пишется. В скобках там везде снизу, не в скобках, а снизу он везде дает, как оно читается и как оно еще ниже, как оно записывается в while. И сколько есть? Если у нас 4 подписные, я хотел бы, чтобы вы посмотрели все эти 4 подписные. Я выложу в интернете, как они читаются, то есть аудиозаписи к этим урокам. Они есть уже у нас в аудио, но я специально их выложу на стене, чтобы вам было понятно, как это читается. Пожалуйста, почитайте, послушайте. Там очень мало, очень легко. После этого у нас останутся еще пара элементов, и мы с вами готовы читать. Мы с вами готовы читать тексты. Ну, естественно, потом мы будем заучивать все наизусть, огромные тома, молиться Господу до упада, станем религиозными фанатиками, я открою Аум Синихё. Ну что же, на этом сегодня все. Большое спасибо, что вы не сдаетесь, что вы приходите. Я очень рад этому. Я очень рад тому, что вы пришли, несмотря на то, что сегодня Новый год. Я хочу вас поздравить с этим Новым годом. Не знаю, как для вас, для меня это был неимоверно сложный год. Я не знаю, как я пережил все эти 365 дней. И вот у нас сейчас начинается следующий год. Это год овцы. Предыдущий был год лошади. Лошадь обычно жестче, она очень динамичная, она очень жесткая. Это тот год, в котором надо удержаться в седле, ни в коем случае не отпустить поводья. Этот год должен быть мягче. Он должен быть мягче, он должен быть более, так сказать, добрее, благоприятнее. То есть я надеюсь, что у нас все будет с вами хорошо. Мы закончим наш курс и все у нас будет просто отлично. Теперь давайте совершим посвящение заслуг. И я хотел бы сказать, это немножко, конечно, будет, так сказать, религиозная тема. Когда мы совершаем посвящение заслуг, это не значит, что мы совершаем посвящение заслуг, которые мы теоретически могли бы каким-то образом накопить во время нашего занятия. Я уверен в том, что вы совершаете хорошие, добродетельные дела в течение всего дня. Если вы не совершаете такие дела, наверняка у вас зарождались какие-то добрые мысли. И более того, необходимо помнить о том, что когда мы совершаем посвящение заслуг, мы посвящаем те заслуги, которые принадлежат и не нам. То есть мы посвящаем заслуги, которые принадлежат и другим людям, и живым существам. И поэтому всегда в конце дня хорошо сделать посвящение заслуг. Ну что же, давайте сделаем это вместе. Я сперва читаю на тибетском. И затем, чтобы это было понятно, чтобы мы в самом деле могли это прочувствовать, прочитаем это на русском.
Chancho Sancho Rinpoche, Makirmana Kiguchi, Keva Nyamba Mevaya, Gone Gondo Pervarsho. Toni Tava Rinpoche, Matobana Toyoji, Toba Nyamba Mevaya, Gone Gondo Pervarsho. Kangre Rabia Korbe Shinkanso, Tendan Dewa Manu Jumben, Tene Siman Tenzin Gatsoi, Shape Site Bardo, Tengyurji. Jabal Pavo, Jitar Kempadan, Kunto Sambo Deyan Deshinte, Deda Kungi Jesu Kadochi, Geva Dida Kanje Rato Mo. Dusu Shiva Geva Kanje Gi, Mova Gana Choto Mava, Yava Rato Mova Gi. Спасибо, с Новым годом!